Чао а тутти! И мы с вами едем по набережной одного из самых известных, любимых курортов Сардинии. Это город Альгеро. Как будто этот город произошел от слова «аллегрия», что значит в переводе с итальянского «радость», потому что все здесь призвано доставить человеку удовольствие. Но на самом деле название происходит от слова «аллигуэриум», что значит «застой водорослей». Так как волны здесь довольно порывистые, они выносят на берег большое количество мертвой подводной травы, той самой поседонии, о которой я уже рассказывала. И туристы, иногда не понимая, жалуются, что это грязь. Но на самом деле это чистейшее место, если там человек, конечно, не насвинячил. И четвертый мой визит мне доставил аллегрию, радость экологического характера. Потому что вот эта набережная, к примеру, эти камни, которые вы видите, находились в мутной воде. Их было видно слабо. А сейчас так чисто, что и рыбки видны. А это свидетельствует, что вода стала пригодна для их жизни. Как жители этого добились? Все дружно залезли в воду и стали убираться? Нет, дело в одном умном и дорогостоящем изобретении. Весь мир знает о глобальной проблеме пластика. В океане уже плавают целые мусорные пятна, целые острова пластика, который туда несется от пляжей, от набережных. И гибнут миллионы особей, даже тех, которые еще хорошо не изучены. И вот вы видите такую станцию. Все знают знаменитый пылесос Dyson, циклонная технология. И тот же Dyson, но и не только он не был первым в этом деле. Скажем, группа ученых разработали такую станцию фильтрации, которая у набережных, у пляжей собирает пластик и не дает ему уплыть в океан. Изобретение отличное, но вот вкладываться в него страны не торопятся. Хотя я могу сказать, как было и как стало. Судя по этой набережной Альгеро, разница ощутима. Мы идем с вами вдоль башни Мадалена, выходим на улочки старого города, где невероятное количество магазинов на любой вкус. Но первостепенные магазины здесь – это магазины коралловых украшений. Потому что Альгеро ла ривьера дель коралло, то есть коралловая ривьера. Как любой город Италии имеет свою какую-то фишку, особенность этого места – именно натуральный коралловый промысел. И мы заглянем в один из магазинчиков. Вот они, кораллы, посмотрите. Коралловый камень считается символом страсти, амулетом долгой жизни. Возможно, это тоже одна из причин долгой жизни сардов. Вот в такой прелестный магазинчик мы заглянули, где сеньора Эстата Мульто Джентили была очень добра к нам, эмоционально искренне негодовала, что везде огромное количество подделок, что часто какая-то безделушка из Китая или Индии стоит одинаково с этими прекрасными украшениями ручной работы. Веру и правда. Мы найдем много магазинов, где все подряд, вперемешку. Сумки, часы, трусы, кораллы. Это явно дает понять, что продукция сделана не ручками человека, а выпущена с большого конвейера. Вероятно, качество оставляет желать лучшего, а стоимость, на удивление, почти такая же, как здесь. Вот в этом магазине я не занимаюсь никакой рекламой. Не подумайте, никто за это мне не платит. Мы видим исключительно украшения. Было только несколько объектов для украшения дома. Это хороший сигнал, что магазин специализированный. И, скорее всего, качество продукции хорошее. Если навалено все подряд и выглядит как барахолка, то лучше идти оттуда. Потому что всегда, где гонятся за количеством, вероятно, не заботятся о качестве. Это как в жизни, выбирая друзей, важно не количество, а качество. То же самое с вещами. Во всех магазинах Италии, Сардинии, там, где мы найдем качественные, оригинальные вещи, сделанные зачастую с любовью, вручную, там не будет большого выбора. И есть вероятность, если вы что-то не купили, потом об этом пожалели, вы вернулись на следующий день, а вещи уже нет, то мастер может сказать, что эта вещь одна в своем роде, и больше такой он делать не будет. Так бывает не только с украшениями, но даже в ресторанах, куда вы прибыли к закрытию кухни. Кухня закрывается где-то в 2, если речь идет об обеде. Возможно, самое вкусное блюдо уже съели. Не осталось какой-то вкусной пиццы, не осталось какого-то шикарного домашнего тирамису. Вот название магазина вы видите. Любезную сеньору. И в Италии это не значит дефицит. Это значит, что вкусно, натурально, хорошо. И вот уже в соседнем магазине, помимо украшений из коралла, мы видим еще посуду. Яркую, красивую, такое буйство цветов мне нравится. Но если мы здесь выбираем украшения, стоит быть внимательней. Натуральный коралл не пористый, а вот искусственный, да, это его выдает. И мы оказались с вами на вот такой
средневековой площади маленькой. И архитектура города вам напомнит Испанию. Узкие улочки для того, чтобы уберечь прохладу в домах от палящего солнца. Летом бывает температура до 40 градусов. И еще в средние века заботились, чтобы жители города не умирали от жары. Альгеро называют Барселонетта, маленькая Барселона. Но сходства с Барселоной внутри города я не почувствовала. Люди пишут, что на морском отдалении с моря город напоминает Барселону. В Барселоне я была, и улочки там еще уже, чем здесь. Но я бы сказала, что Альгеро более целостный, а Барселона многолика. А мы видим средневековую церковь, которая разрушается от времени. Стены постепенно тают. С веками. Почему? Потому что при строительстве использовался песок. Так же, как, если помните, я вам рассказывала, опера Пунта-Роса, заброшенная военная крепость элегантно разрушается на лоне чудесной морской природы, то здесь, посмотрите на вот эти буки, дыры, постепенно влажность, ветренность разрушают эту конструкцию. И откуда тут испанский стиль? Дело в том, что история города начинается с 1102 года, когда могущественное семейство Дориа решило организовать здесь защищенный порт. Это были представители итальянского королевства, но в 1353 году власть поменялась в связи с захватом города испанцами, Арагонским королевством. Бедных местных жителей отсюда выселили и заселили каталонцев. Испания господствовала здесь 5 веков, поэтому каталонский диалект до сих пор, каталонский язык считается вторым по использованию здесь после итальянского. И в Барселоне та же история. Каталонский диалект, который местные жители берегут как свое лицо, свою уникальность, берегут свои традиции. И в Альгеро тоже. А мы с вами на набережной Бастиона, где, как сказал муж, намного лучше, чем много лет назад. С каждым годом Альгеро становится все интереснее, привлекательнее для туристов своими милыми ресторанчиками, с живописными видами, солнечно-желтыми такими зданиями. Снова итальянской, сардинской Альгеро стал в 1720 году. Когда умер бездетный король Испании, Сардиния была отдана Пьемонту, Савойскому герцогству, и именовалась как Королевство Сардиния. И уже в 19 веке, благодаря знаменитому Джузеппе Гарибальди, Италия стала объединенной, Сардиния вошла в состав Итальянской республики. Альгеро сильно пострадал в период Второй мировой, когда Италия капитулировала, потому что фашистский лидер Муссолини в 1943 году был арестован. Италия поспешила объявить войну Германии и стала активно выдворять фашистов с своей территории. Город был довольно сильно разрушен, и функционировать как полноценный курорт стал после 60-х годов 20 века. Сейчас, как военные артефакты, на набережной находятся катапульты, пушки, которые напоминают о героическом военном прошлом города. Per fortuna, что значит «к счастью, ушедшим в историю». Набережная города действительно красивая, очень длинная, много душевных, приятных мест, где можно остановиться, полюбоваться на мыс Капакача, который виден отсюда, немного позже о нем расскажу. Что-то заказать себе перекусить, как то фрегула какая-нибудь. Это такие маленькие симпатичные макарошки. Они тут популярны с морепродуктами. Или пуртропу, к сожалению, фетина дель кавалло. Мясной стейк из лошади. Да, здесь можно такое отведать. Но у каждого народа свои вкусовые приоритеты, традиции, которые складывались веками. Не нам судить. Мы можем только принять решение, есть это или не есть. И вот такую катапульту мы с вами видим. Она бросала ядра в неприятеля с моря. Вот они. Центр города, сердце города находится в кольце набережной, то бишь со всех сторон под защитой. И перед нами уютный барчик, где полноценно не поужинать, но перекусить можно, который нам предлагает традиционный апероль сприц с сардинским кампари. И если вы захотите его взять, то идеальное время для этого от 5 до 7 вечера. Вы заплатите 5-10 евро, в зависимости от того, какой сприц вы выберете и какой размер закусок вас устроит. От этого зависит цена. Как правило, закуски это какие-то сыры, прошутто, то есть ветчина, маленькие кусочки пиццы, хлеб и оливки,
И, употребив, полюбовавшись, можно шагать дальше. Вот мы видим пушки, и заглянув вниз, сразу поймем, что это за традиция. Скреплять замком прочно свою любовь, свойственна молодоженам почти во всех странах мира. И еще одна катапульта, где очень мило сидели два ребенка. И если бы вели себя плохо, папа мог бы их отправить в сторону Капакачи. Шучу, конечно, но была одна история. Утром перед школой местные родители зачастую идут с детьми в кафе есть круассан или еще какую-то вкусность. Рядом с нами сидел папа, мама и два ребенка. Мальчики-близняшки очень суетливые, милые, здоровались со всеми, запачкали папу-маму ногами. И папа им сказал: сейчас мы сыграем Инуна Джока в одну игру. Называется «В тюрьме». Вы преступники, я полицейский. Я вас свяжу, заклею рот скотчем и развяжу только в школе. Все мило посмеялись и поехали на занятия, которые начинались, вероятно, с 10. А сейчас вы видите защищенную муниципалитетом города кошачью колонию. Здесь у каждого животного есть свой именной домик, вы посмотрите только. У них достаточно еды, даже есть шторка от дождя. И колония называется Иль Солярио. Котики здесь разновозрастные, есть совсем юные, которые играют. У них достаточно еды. И позиция для домиков тоже довольно выгодная среди камней с защитой от сильного ветра. Вот они, малыши, о которых люди заботятся. Набережная кольцом окутывает город, и есть вот такая смотровая площадочка небольшая. Дальше мы возвращаемся к нашей отправной точке, к башне Мадалены, где есть внутри очень дорогой ресторан Наутилус. Вот такие ресторанчики маленькие на набережной. В Сардинии, да и не только, есть традиция пригонять на набережную какой-то старинный корабль, который, возможно, относится еще к временам Марко Поло, Фернандо Магеллана. Это такой плавучий музей, куда можно купить билет, зайти, посмотреть каюты, посмотреть внутреннее устройство корабля. И незабвенный Жузеппе Гарибальди. В честь него такая мемориальная дощечка в этой стене, потому что именно он подарил Сардинии свободу и равенство. И жил здесь. И вот мы видим небольшой старинный кораблик, который еще, возможно, помнит времена Гарибальди. И та самая очищенная набережная. Но в данном случае этот кораблик не представляет из себя музея. Он пришвартован на радость туристам. А мы отправляемся дальше. И перед нами школа Супериоре, то есть старшая, где дети учатся с 14 до 19 лет. В средней школе медиа с 11 до 14, в начальной 6 до 11 лет. А мы уже в ресторане. По рекомендациям попали в ресторан, который называется Лидо. Расположен он, как видите, на пляже. Но загорающих, отдыхающих нет, потому что октябрь уж наступил. И я советую все-таки, прежде чем идти в какой-то ресторан, посмотреть рекомендации. Заглянуть в TripAdvisor, например. В этом ресторане звезды сошлись, все было хорошо, вкусно. Спагетти алла батарга, любимые сардами, с ракушками и вкусной икрой, которая называется батарга. В этом ресторане была одна английская семья, которая в эти спагетти добавила, о боже, пармезан. Очень был удивлен официант, так же как у них бы был инфаркт, если бы в пиццу добавили майонез или, о боже, ананасы. И на пляже вы видите ту самую Поседонию. Почему город получил такое название? Потому что ее здесь много. И это значит место экологически чистое, а еще располагающее к творчеству, к примеру, его. Мы увидели этого мужчину с нотной тетрадью и трубой. Весь ресторан замер в ожидании прекрасной музыки, и то, что мы услышали, нас удивило. Мы поняли, что мужчина только учится, и он довольно смел, если решился прийти и сесть прямо перед многолюдным рестораном. Браво! Ведь это и есть один из секретов сардинских долгожителей. Всегда учиться чему-то новому. Не давать своему мозгу впасть в разложение от деменции, впасть в душевное отчаяние, что ты, казалось бы, уже все сделал. А нет, не все. Например, как этот пожилой мужчина. Ты еще не выучил симфонию на трубе. Не сыграл ее. И ты вновь идешь к какой-то цели и испытываешь это состояние радости,
когда шаг за шагом у тебя получается. И не важно, что думают, что говорят другие. Важно то, что приносит тебе радость, что дает тебе стимул жить дальше, двигаться вперед. И не важно, сколько тебе лет. Я видела бабушек, которые занимаются в 90 с лишним спортом. Я видела дедушек, которые бегают по улицам Сардинии. Я видела здесь женщин, которые танцуют, отрываются на дискотеках. Посмотреть на эту компанию. Это не ребячество. Это называется получать удовольствие от жизни. И здесь тоже живая музыка, но она уже другого качества, правда? Заводная, профессиональная. Музыкальные концерты, фестивали здесь проходят часто. Самым зрелищным является новогодний концерт. Щедрый подарок жителям и туристам города. Двигаемся дальше. К мысу Капакача. Захватывающее дух место, о котором я рассказывала в одном из коротких видео. Находится где-то в 20 километрах от Альгеро. Название переводится как «охотничий мыс». В старину здесь богатые люди охотились на голубей. Да-да, на этих невинных птичек. Казалось бы, что плохого они им сделали? Но, как говорят, у богатых свои причуды. И волны играют, захватывает дух, если посмотреть вниз. Я очень боюсь высоты, но в этом месте старалась держаться стойко. Уж очень оно красивое. И красота помогает обрести смелость. Виды шикарные, по-настоящему средиземноморские. И внутрь скалы здесь спрятан грот Нептуна. Очень известное туристическое место. Его обнаружили рыбаки в 18 веке. И чтобы попасть вниз, нужно преодолеть 654 ступеньки по вырубленной в скале в 1954 году лестнице. Также сюда можно добраться на лодке из порта Альгеро. Но будьте внимательны к орарио, то есть к расписанию. Важно, чтобы было открыто. А еще смотрите погодные условия. Если сильный ветер или дождь, то грот закрывают, потому что место опасное. Мало ли, Нептун заберет к себе какого-нибудь зазевавшегося туриста, ударив по ногам сильной волной. А волны здесь практически постоянно. На Сардинии всегда так. Если на западной стороне острова волны, то на восточной их нет. И прежде чем идти куда-то купаться, мы с мужем всегда смотрим, в какую сторону ветер. Чтоб мне не пошибало мои дорогие накладные ресницы, которые я делаю. Дорогие, потому что в Италии они стоят в 2 раза дороже, чем в Москве. К тому же я трачу на них 3 часа лежа. Пластом, потому что питаю к ним слабость. Красота требует жертв. И вернемся к нашему разговору. Посмотрите на эту часть спокойную. Никакого ветра, никаких волн здесь нет. Хотя перед нами та же Капакача. В грот Нептуна мы не попали, потому что море было уж слишком игриво. Вернулись в город. И одним из символов города является вот такая зеленоглазая девушка в национальном платке, национальной одежде. Конечно, с украшением из коралла на шее. Альгеро у меня ассоциируется с радушным хозяином, где тебя накормят, нарядят, как принчипе или принчипессу, дадут кораллами энергии для долгой жизни, расслабят хорошей музыкой, ну и даже если не очень хорошей, умилят и скупают в красивых местах. Про пляжи города сделаю отдельное видео, подарят приятные, немножко адреналиновые воспоминания на мысе Капакача. И если вы приехали с открытой душой, порадовались искренне всему, то останется желание вернуться снова. Как будто почувствуете, уезжая, повторное приглашение в гости снова. Потому что доброму гостю везде рады. Желаю нам быть такими добрыми гостями, чтобы угощали в дорогу, ждали обратно. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч на моем канале. Чао!